الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Альхамдулилля, религия ислам является серединной религией. И Всевышний Аллах в Коране об этом в аятах сообщает нам: «Кадалика джаальнакум уммата васата». И таким образом мы сделали вашу общину серединной общиной. И поэтому есть в нашей жизни много вещей, где ислам избирает именно середину. И не доделывать, совсем оставаться сухим от этого дела. И не чрезмерствовать, то есть не впадать в запрещенные границы, не выходить из рамок дозволенного. И поэтому золотая середина. И сегодня я хотел бы вам зачитать некоторые хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, где как раз таки вот нужно соблюдать эту самую середину. Где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывает нас не чрезмерствовать, не выходить за рамки установленных границ. И первый хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не чрезмерствуйте в смехе, не смейтесь много. Поистине множество смеха омертвляет сердце. Этот хадис достоверный, приводится в сборниках Сунан ибн Маджа. И посланник Аллаха сказал: не чрезмерствуйте, не усердствуйте, не излишествуйте в смехе. И смех это тоже является частью нашей жизни, да? Мы время от времени смеемся, кто-то смеется вместе с нами, да? И таким образом это естественная реакция организма вообще на что-то такое вот веселое. Однако, когда человек начинает, то есть превращается в какого-то хохмача, хохотунчика, да, в клоуна, это уже окружающими воспринимается уже неположительно, да? И вот даже я слышал такие примеры, да? Один брат пошел знакомиться с одной сестрой, встретились в кафе, она, ее брат родной, он, там еще какие-то другие близкие, да? И он как бы пытался острить всю эту встречу, да? Показать себя таким, наверное, живым, позитивным, всегда, как говорится, такой этот, да? Что-то может сострить, что-то может рассказать. И сразу же в первое впечатление сложилось об этом брате, у этой сестры, то, что он несерьезный. Да? Он любую вещь оборачивает в шутку, и в совместной жизни, в дальнейшем, да, ну, с этим человеком сложно строить какой-то быт. И, конечно же, этому брату отказали. Вот. И вот такие вот моменты, они часто встречаются в нашей жизни. Когда человек проявляет несерьезность, будь это какие-то торговые отношения, будь это, допустим, какие-то семейные отношения, да, или же просто коллеги между собой, да. То есть смех, он может быть, но он не должен занимать большую часть нашей жизни. И тот человек, который много и часто смеется, да, и, как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, этот смех у него в дальнейшем может омертвить его сердце, ослабить его веру. Почему? Потому что тот человек, который часто смеется, он, как обычно, что делает? Он травит байки, рассказывает различные истории, там и так далее. И чтобы разрядить обстановочку, как они сами говорят, да, чтобы какой-то, как говорится, проявить какой-то позитив, иногда рассказывают такие вещи, такие истории, которых не было в жизни, придуманные, да, и невозможно, то есть невозможно представить, что они существовали когда-либо в жизни. И когда он рассказывает подобные вещи, он может впасть в запретное, в греховное. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: горе тому, который рассказывает что-либо для того, чтобы рассмешить людей, и при этом лжет. Горе ему, горе ему. Повторил 2 раза. И вот этот хадис указывает нам на то, что даже рассказывать какой-то простой анекдот, если он не из жизни, если его не было на самом деле в нашей жизни, да, если какая-то абстрактная, какая-то, не знаю, история, вот в этом случае, вместо того, чтобы разрядить обстановку, он, наоборот, может сделать хуже, намного хуже себе.
И вот подобные вещи, они влияют на веру человека, ослабевают его, да, и делают его неразборчивым, и даже который может впасть в что-либо запретное, какие-то небылицы, какие-то лживые слова. А лживость в исламе является грехом. Поэтому придерживаться середины. То есть и совсем грустным ходить, таким вдумчивым, да, постоянно с поникшей головой там, и так далее, это тоже не есть правильно. И чрезмерствовать вот в этом смехе, вот в этом состоянии тоже недопустимо. Второе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал много клясться во время торговли, заключения сделок. Посланник Аллаха сказал: остерегайтесь множества клятв в торговле. Поистине это может сделать лицемером, а также убрать весь баракат из торговли. И клятва сама по себе, клятва, да, когда человек клянется Всевышним, а клясться можно только Всевышним Аллахом и никем более. Посланник Аллаха сказал: тот, кто решил поклясться, пусть клянется Всевышним Аллахом. Фальяхлиф билля, пусть клянется Всевышним Аллахом. На арабском языке, валлахи, билляхи, таллахи, либо на татарском языке, на русском языке, неважно. Главное, чтобы он клялся Всевышним Аллахом. И клятва, это означает, когда человек упоминает Всевышнего Аллаха, чтобы засвидетельствовать свою достоверность, свою правильность, свою, как говорится, честность. И вы представляете, вот, если вот клятва это является таким важным словом, таким важным действием, это значит то, что до какой стадии должны дойти отношения людей, чтобы они прибегали к клятве. Понимаете? То есть, вот когда два человека спорят между собой, и один призывает другого, чтобы поклялся, да, в правильность своих слов, это о чем говорит? Значит, этому человеку не доверяют. Значит, этот человек когда-то себя скомпрометировал, когда-то где-то солгал, или же совершал поступки, из которых следует то, что он недостойный человек доверия. Понимаете? Это крайняя мера. И она тоже может быть в нашей жизни, да? Может случаться, да? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, клялся в своих хадисах. Однако, когда это переходит в чрезмерность, это уже приводит человека к греховному. Почему? Потому что тот человек в торговле, вне торговли, заключении сделок, какие-то бытовые вопросы там и так далее, если он часто клянется, рано или поздно он совершит клятву по лживости. Рано или поздно он солжет, клянувшись именем Всевышнего Аллаха. И вот за это посланник Аллаха говорит: остерегайтесь множества клятв в торговле. Почему? Потому что это может сделать лицемером. Клятва, лживая клятва, может привести к лицемерию. И может привести к тому, что баракат твоих отношений, торговых, финансовых отношений, будет равен нулю. А если бараката не будет, то там какие бы цифры там ни рисовались на бумаге, да, это все превратится в пух и в прах. И поэтому лживость в клятве и в исламе является одним из больших грехов. Аль-Ямин аль-Гамус, как его сказал посланник Аллаха, клятва, которая утопает его собственника, тот, кто произнес лживую клятву, в джаханнам, в огонь. Он проваливается туда, как вот, допустим, камень, если мы выбросим его в какой-то водоем, да, в озеро там, или в море, он будет падать до тех пор, пока не достигнет самого дна. И очень быстро он это будет делать. И точно так же и лживая клятва, она окунает собственника этих слов на самое дно. И поэтому частая клятва недопустима. В торговых отношениях, вне торговых отношений, между собой там и так далее. И каждый человек, мужчина он или женщина, должны стремиться к тому, чтобы его слова были авторитетом. Его слова воспринимались за истину. Чтобы он не давал поводов никому в лживости своих слов. Не давал поводов усомниться никому, что он может не сдержать свое слово, или может солгать в своих словах, или где-то там что-то там может там потихоньку вот так вот как-то обойти
какими-то общими словами, да, и из которых станет ясно то, что он на самом деле подразумевал совсем другое. Грубо говоря, просто вел в заблуждение своего собеседника. Поэтому и мусульманин, и мусульманка должны следить за тем, чтобы их слова воспринимались словами прямыми, праведными, достоверными. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал по поводу людей, которые клянутся лживо в торговле. 3 человека, с которыми Всевышний Аллах не заговорит в судный день и не будет на них смотреть. Первый – это тот человек, поклялся, когда продавал свой товар и отдал его, и как часто же он это делает, совершая это лживо. Второй человек, это тот, который солгал лживой клятвой для того, чтобы завладеть имуществом другого мусульманина. И третье, это тот человек, который солгал при своей клятве. Поэтому, уважаемые братья, клятва – это очень серьезные слова, и к ним мы прибегаем лишь в случаях, когда это действительно необходимо, когда действительно в этом есть нужда, и это должно быть очень редко. Это должно быть прямо крайним способом, как возможно решить какой-либо спор между мусульманами. Также пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приводится интересная история, один из подвижников, Кайс ибн Аби Урва, ибн Аби Гараза, да будет доволен им Аллах, сказал: во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, нас называли перекупами, называли посредниками, называли спекулянтами, самасира, самсара. Вот это вот слово, да, если его перевести на русский язык напрямую, да, это тот человек, который является посредником. То есть у кого-то взял и кому-то другому продал. Ведь по сути, как сказать, большинство торговли это так и есть. Человек покупает в разных количествах, оптом, не оптом, да, там, где подешевле, и продает подороже. Это, как сказать, основная суть торговли. И нас называли этими словами. И вот даже если привести созвучные слова в наше время, да, перекуп, посредник, спекулянт, да, как-то вот можно почувствовать небрежное отношение, да. Кто он такой? Да, он спекулянт, да. Я сейчас не знаю, конечно, спекулянт используется или нет, но в 90-х, 80-х это прямо было такое обидное слово, да, спекулянт. И мы назывались подобным образом. И однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, проходил мимо нас и назвал нас очень лучшими словами. Назвал нас лучшими словами и сказал: о торговцы, я ма'ашарат туджар, о торговцы, поистине в торговле иногда случаются пустые слова и клятва. То есть по забывчивости, по небрежности, да, задумался человек, забылся человек, да, и может наговорить чего-то того, что воспринимается недопустимым для мусульманина. И посланник Аллаха говорит: и поэтому очищайте вашу торговлю садака, путем выдачи садака. И тем самым вы очистите от примесей греха ваше дело. И вот подобные способы, да, когда верующий очищает свои какие-то действия, свои какие-то поступки, да, путем совершения добровольных иных дополнительных поклонений, это распространено у нас часто. Да? Тот же самый намаз. Мы обязаны совершать фарз намаз. Но чем мы очищаем наш фарз намаз? Суннат намазами. Да? Главная цель наших суннат намазов в том, чтобы мы, совершая эти суннат намазы, очищали те небрежности, те упущения, которые мы допускаем в фарзе. И чтобы увеличить степени верующего в раю. То есть фарз, иншаллах, по милости Всевышнего Аллаха, является причиной входа человека в рай. Однако, если он при этом совершал еще и другие суннаты, это способствует увеличению его степени в раю. То же самое ураза. Когда мы держим уразу месяц Шауаль 6 дней, понедельник, четверг, 3 дня каждый месяц, Арафа, Ашура и иные ураза, они не являются обязательными. Но с этой уразой мы что делаем? Мы очищаем и увеличиваем нашу награду
того самого поста в месяц Рамазан, то, что Всевышний Аллах нас обязал. И поэтому есть у нас закат, есть у нас садака, есть у нас хадж, есть у нас умра и иные вещи. И поэтому и небрежность, и упущение в торговле также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам, чтобы мы очищали эти небрежности, упущения путем садака. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал задавать много вопросов. Когда человек становится почемучкой, почему, зачем и так далее, и когда у него исходит это очень много. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине Аллах не любит 3 вещи, которые случаются с вами. Первое – киля валь каль. Это слухи, это различные слова. Кто-то что-то сделал, кто-то что-то купил, кто-то что-то произошло, с женой поссорился, на работу не пошел, то, сято, 5, 10, да? То есть вещи, которых никакой пользы для него нету. Киля валь каль. Различные слухи, которые тебя никак не касаются, которые, какие-то бытовые вещи, да, что-то произошло там и так далее, да. Это первое. Во-вторых, Аллах не любит, что происходит среди вас, это чрезмерство, исраф, когда вы тратите ваше имущество с исрафом. И третье, Аллах, субханаху ва та'аля, не любит множество вопросов. Множество вопросов. Тут нужно понять 2 момента, уяснить 2 момента. Во-первых, верующий, что касается его религии, что касается его жизни, какие-то бытовые моменты там и так далее. Если он сталкивается с чем-либо, где у него нету знаний, но он должен принять решение, то он должен задавать вопросы и обращаться к знающим. Аллах Всевышний в Коране нам сказал: «Фас'алу ахля дзикри ин кунтум ла та'ламун». И спрашивайте обладателей поминания, ученых, если вы сами не знаете. И поэтому, если ты не знаешь, действителен ли твой тахарат или нет, тогда спрашивай ученых. Задавай вопрос, нужно его задавать. Если ты столкнулся с какой-либо ошибкой во время уразы, ты не знаешь, допустим, какой-то укол, он портит уразу или нет, обращайся к знающим. Если, допустим, ты женился, да, и у тебя родился ребенок, и ты не знаешь, например, у тебя дочка родилась, да, или же мальчик родился, моча этого ребенка, она является ли наджисом или нет, и как от нее очищаться, задаешь вопросы и узнаешь. Но когда человек превращает эти самые вопросы в то, чтобы как себе полегче что-нибудь найти, то в этом случае это уже становится уже порицаемым. Например, одному хазрату позвонил, задал вопрос. Он убежден в праведности, искренности, в знаниях этого хазрата, этого устаза, этого ученого, шейха, неважно. Да? Задал ему вопрос, тот ему ответил, а ответ не понравился. Что-то он какой-то сложный, нужно что-то потратиться, нужно что-то сделать. Позвоню-ка я другому. Он вроде всегда говорит, можно, да? Вот. И обращается к нему и слышит себе нужный ответ, и потом уже, как говорится, он говорит, я же спросил, я же фетву взял, он мне разрешил, и начинает действовать. Вот подобные вопросы, когда человек выискивает себе что-то легкое, вот это вот является порицаемым. Вот это вот является запрещенным. Также ученые говорят, нельзя спрашивать те вопросы или же углубляться в те вопросы, которые тебя не касаются. Или которые практически ты с ними не сталкиваешься. Например, Юсуф, алейхиссалям, он в итоге женился на Зулейха или нет? И задают вопросы, начинают там философствовать, думать там и так далее, размышлять, да? А какой в этом смысл? Женились они потом после всей этой истории или не поженились? Аллаху та'аля а'ля. Или же, как звали ту собаку, которая оказалась среди обитателей пещеры? Да? Такое и у нее название было, или же такое. Какой в этом смысл для тебя? Какая для тебя будет польза в том, чтобы ты достиг довольства Всевышнего Аллаха? И также входит в разряд запрещенных вопросов, когда человек задает вопросы, которые его не касаются в жизни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мин хуснил исламил мар'i таркуху ма ла я'них». Лучшим проявлением ислама верующего является то, что он оставляет то, что его не касается.
И поэтому, когда вот постоянно сувать везде нос, расспрашивать, что, как, туда-сюда, да, это на самом деле не является адабом верующего. Адабом верующего. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, это порицал. И еще один важный момент, где нужно спрашивать вопросы, это когда ребенок растет. Да? Маленький ребенок, как говорят вот педагоги, да, то, что нормальный ребенок, он в день должен задавать 200-300 вопросов. И однажды одна бабушка обращается к своей дочери, у которой есть маленькие дети. У тебя, говорит, дети, говорит, прямо, говорит, на мозги, говорит, давят. Столько, говорит, вопросов задают. И ее дочь, получается, она уже такая современная, уже все прочитала там и так далее, да. Нормальный, говорит, ребенок, он, говорит, должен в день задавать 200-300, а то и 400 вопросов. Бабушка говорит, у тебя не 400 вопросов задают, а 4000, говорит, да. У меня, говорит, голова, говорит, закипает от почемучек этих детей. И поэтому то, что ребенок задает, спрашивает там и так далее, это тоже один из способов воспитания ребенка, не отнекиваться от него, не уходить от него, да, наоборот, разговаривать, находиться с ним в контакте, показывать ему, рассказывать об этом мире, о Всевышнем Аллахе, да, о вере и так далее, то есть давать ему хорошее воспитание, образование. Поэтому эти вопросы игнорировать нельзя. Нужно разговаривать со своим ребенком. И у нас уже время вышло, хорошо, продолжим еще на следующем уроке. Таких хадисов, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал много чего-то делать, чтобы человек был, как говорится, умеренным в определенных вопросах. Их много. И, иншаллах, продолжим на следующих уроках. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك